Прежде всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать. Я приветствую монахов и монахинь из монастырей, из дарма-центров, а также всех своих друзей в дарме со всего мира. Сегодня 8-й день наших учений. О чем мы будем говорить сегодня? Это век философии. Как я уже говорил вам ранее, поздний ведический период, если мы разделим его на составляющие, то в нем можно выделить 3 периода. Первый — это период 4 вед, второй — брахманический период и третий — век философии. Так, эти 3 части. Сегодня мы будем говорить о третьем периоде, веке философии. Когда мы говорим о веке философии, то положение вещей в то время было такое. Арии распространили свое внимание, распространили свое влияние далее в долину Ганга, и поэтому их территория, которую они занимали, стала гораздо больше. И в том, что касается политического устройства или литературы, те памятки, которые дошли до наших дней, это величайшие примеры истории индийской цивилизации. Прежде всего я хочу рассказать вам о районе государства под названием Магада. Магадха. И это было государство, о котором в то время знали все. И в конце брахманического периода эта земля Магадхи стала очень хорошо известной в силу своего развития. Давайте я покажу вам карту, вам тогда будет легче понять. Вот то, что его свидетельство показывает, он говорит, что это долина Ганга. И сюда переселились арии, и их ареал проживания, их территория возросла. То есть все, что введено на слайде, это та территория, на которой проживали арии. А на этой карте справа показываются 6 великих государств, которые появились в это время. Магадха вот там, где вы видите обведенный кружочек на карте. Магада стала очень важным местом, важным государством того времени. Причина этого, как я уже объяснял, со времен Брахман все знали об этом месте философии, месте культуры, которым являлась Магада. И Магадха становилась все более могущественной и в результате объединила под своим влиянием очень большую территорию Северной Индии. В Магадхе
Магадха стала культурной и политическим центром того времени, и это именно то место, где появились и получили свое развитие буддийские учения. Там правил император по имени Чандрагупта Маури, которого славили как Чакравартина, всемирного правителя. И Магадха, она распространяла свое влияние на центральную и северную Индию. Тогда как в это время в Южной Индии процветало царство по имени Андра. Это то, что мы сейчас называем штатом Индии Андхра-Прадешем. И Андра, в свою очередь, также стала политическим и культурным центром в Южной Индии. И похоже, что в то время не было так много связей между цивилизацией Андры и Магадхи, но они, конечно же, встречались, то есть они вступали в контакт. Точно так же были цивилизация дравидов, она вступала в контакт с цивилизациями на юге. И поэтому мы можем говорить, что в то время было 3 цивилизационных центра. Это Магадха, Андра и государство дравидов. И среди этих, на этих 3 землях, 3 регионах сформировались 6 великих государств. И также были и другие небольшие царства, которые развивали свои отличные культурные традиции, однако они не смогли стать такими влиятельными в Индии, как эти 3 вышеназванные. И теперь давайте посмотрим на первое из них, государство Магадху. Царство Магада. Вы видите на карте желтенькую. Это Магадха, коричнево-желтую. Некоторые ученые говорят, что она занимала большую территорию, других, что меньшую. Но это вот примерно та территория, которую занимала Магадха. Магадха считается одним из самых важных царств в Древней Индии. И во время века философии она стала не только политическим и культурным центром, она также стала важным центром буддизма, поскольку именно в Магадхе буддизм получил свое распространение. Будда Шакьямуни провел половину своей жизни в Магадхе. Также именно в Магадхе были проведены первые советы, буддийские советы в Шравасти и Паталипутре. Поэтому для буддизма Магада — это очень важная земля, очень важное государство, где распространялась Магада. Она в нижних истоках реки Ганг. И она охватывала большая часть восточных регионов современной Индии. Они охватывались Магадхой. И территория Магадхи очень сильно менялась во время различных династий, которые ею управляли. Поэтому мы не можем сказать, что территория была всегда одинакова. В какое-то определенное время Магадха охватывала почти все земли Северной Индии и даже некоторые части Южной Индии. То есть это было очень обширное государство.
Однако размеры территории менялись в соответствии с завоеваниями либо потерями территории. Это очень важное государство и для цивилизации Индии, поэтому оно упоминается в Пуранах. Я о них уже упоминал вчера. Это исторические истории прошлого. Если мы взглянем на эти Пураны, историю прошлого, то это является отдельным жанром индийской литературы. Много разных текстов попадает в эту категорию. И это очень довольно обширная литература, обширная коллекция литературных текстов. В них описывается, как появилась Вселенная, как появились различные боги, как появились правители земель, как появились династии, религиозные течения, много другое. Также в Пуранах содержится много различных мифов, философий, религиозных текстов и так далее. И в тех Пуранах, которые дошли до наших дней, есть Пураны, которые дошли до наших дней, и в то время, когда они появились, то похоже, что это было не намного позже паринирваны, смерти Будды. И если мы сравним все другие жанры литературы, о которых я уже упоминал с Пуранами, то мы можем видеть, что это несколько отличные тексты, отличный жанр литературы. Пураны очень важны. И если мы хотим рассмотреть о том, что происходило в этот век философии, то мы можем опираться на Пураны для того, чтобы получать информацию, для получения информации об этом периоде. И то, что я буду говорить о Магадхе, для описания этого я буду также опираться на Пураны. Говорится, что в то время, что до того, как Магадхе было государство до Харьянки, первого известного государства. Однако нету каких-то известных исторических источников до династии Харьянки. Говорится, что династия Харьянки правила Магадхой более 200 лет, и за этот период у них было 10 правителей, 10 царей. И Будда родился именно в это время. Это время, которое также именуется время 16 могущественных царств. Все это об династии Харьянка. Затем вторая династия называется Шайшунага. Династия Шайшунага, которая правила... Шайшунага династия правила больше 60 лет. И во время этих 60 лет было два царя-правителя. Однако ученые выдвигают различные гипотезы об этом периоде. И эта династия Шайшунага также приходится на время 16 могущественных царств. Затем
Третья династия — это то, что называют радостная династия, Нанда на санскрите, которая правила больше 100 лет, и в ней было 10 царей, 10 правителей. Четвертая — это династия Чандрагупты, которая основала Маурия. Маурия захватил Магадху. И известный император Ашока, он был внуком Чандрагупты. Это очень краткое описание, чем Магадха являлась в то время. И с Магадхой связано много различных событий, о которых мы будем говорить, таких как рождение Будды и так далее. Следующее, о чем я хочу говорить, это сутры. Говорится, что после того, как появились Упанишады, брахманы продолжили сохранять свои древние формы деятельности и свои обычаи. Они продолжили осуществлять ритуалы подношения, поскольку ритуалы подношения это был похоже на символ брахманов, то есть это то, чем они занимались. Они чувствовали, что ритуалы были частью их жизни. Это был способ их жизнедеятельности, образ жизни. То есть брахманы продолжали делать ритуалы, они не могли прекратить, перестать делать их. И в то время начали развиваться много новые течения философии, в которых поднимались различные вопросы по поводу важности брахманов, разные сомнения по поводу статуса брахманов и так далее. И в этой ситуации, при таком положении вещей, брахманы пытались сохранить свой статус и хотели упрочить свое положение в обществе. И также они хотели обеспечить будущее своей традиции, и поэтому они уделяли много внимания созданию системы образования. Они также вводили новые правила для различных каст. Что должны делать брахманы, что должны делать кшатрии и так далее. И эти темы стали похожи на предметы, которые мы изучаем в школе. Они также написали учебники об этом. А то, как эти учебники были написаны, они отличались тем, что в основном они содержали в себе стихи, то есть это были очень краткие стихи. То, что на санскрите называлось сутра, на тибетском сутра это до. И сутра в переводе с санскрита означает связь, либо нить. И корень слова сутра это сив. Сив означает шить. То есть это как нить, шитье и так далее. Что означало, что очень сложное значение, сложный смысл, он
упрощался, связывался вместе. Именно поэтому этот жанр литературы получил название сутра. Причина, по которой сутры были такими краткими, заключалась в том, что вместо того, чтобы усложнять все, в сутрах все упрощалось и было изложено очень кратко, чтобы обычные люди могли это понять и запомнить. И самые ранние сутры, которые нам известны, это те, что были созданы в VI веке до нашей эры. То есть примерно в VI веке до нашей эры появились первые сутры, тогда как самые поздние примерно в самом начале нашей эры. И содержание сутр очень похоже на содержание брахман. Можно сказать, что в сутрах повторяется то, что говорится в брахманах. Ну, конечно, добавлялось что-то к их содержанию, но по большей части сутры повторяли то, о чем объясняли брахманы. Поэтому мы можем говорить о том, что нет уж такой большой разницы между сутрами и предыдущей ведической литературой. Однако ключевое отличие между брахманами и сутрами в том, что брахманы очень длинные и сложные, тогда как сутры краткие и простые. Это особая характеристика сутр. И часто сутры написаны стихами. Они не являются длинными прозаическими произведениями. Вместо этого это краткие стихи. Почему? Потому что они использовались для обучения детей. И дети 8-9 лет должны были легко запомнить. Прозу тяжело выучить на память. Поэтому сутры были написаны стихами, чтобы детям было легче их запомнить. И зачем нужно было выучивать что-то на память для того, чтобы практиковать это, использовать это на практике? То, что соединено с умом, интегрировано, является частью памяти, это то, что можно практиковать. И среди сутр есть много различных видов сутр. И причина этого в том, что сутры похожи на учебники. В одной школе одни учебники, в другой школе другие учебники. И поэтому много различных традиций сутр. И внутри каждой традиции много различных текстов, которые принадлежат категории сутр. Что грустно в этом, это то, что большинство сутр были утеряны. Мы не знаем, что было в них написано. И лишь некоторые из них сохранились до наших дней. И я вам сейчас скажу, что же дошло до наших дней. Их довольно мало. Большая часть из них были утеряны.
Для того, чтобы понять, что такое сутры, нам прежде всего следует понять, о какой философской традиции, каким философским школам они принадлежали, поскольку в то время сформировалось много направлений в философию. И поэтому я должен рассказать вам о философских школах того времени. Говорится, что в то время возникло 3 типа философских школ. В первой категории это 6 ветвей вед. Это то, что мы называем философские школы, принадлежащие к ведам. И они возникли для того, чтобы сохранить веды, распространить учение веды. И в каждой из этих философских направлений была своя традиция. В каждой из них было много различных сутр, но лишь некоторые из них дошли до наших дней. Описывая их в общем, то, что вы видите на слайде, это 6 ветвей вед. И первая Чога Калпа — это ритуал. Вторая — это Шикша — это изучение, почтение. Затем Чанда — это поэзия, Нирукта — это этимология, Вьякарана — это грамматика, и Джотиша — это астрология. Я еще вернусь к этому, а сейчас давайте взглянем на 6 философских школ того времени. И это именно те 6, которые получили такое внимание, были так известны в буддийских текстах. Первое — это самkhya, вторая — йога, вторая — ньяя, третья — ньяя, четвертая — вайшешика, пятая — мимамса и шестая — веданта. Это 6 философских школ. И этим школам принадлежали вторая традиция сутр. И третья традиция сутр — это 2 религии — джайнизм и буддизм. Что касается говорится, что все эти философские школы берут свое начало в философии вед. Но эти 2 религии, джайнизм и буддизм, отличаются от 6 философских школ. Почему? Чем они отличаются? Свободой своего мышления, тем, что они очень отошли от того, что было написано в Ведах. И они не признают ведическую традицию. Поэтому мы говорим, что это новая традиция, отличная от ведической традиции. Ни джайнизм, ни буддизм не признают ведические тексты. И это является главной характеристикой этих 2 религий — джайнизм и буддизм. У джайнизма и буддизма свои сутры, и именно с помощью своих сутр, джайнизм, буддизм сохранялся и передавался до наших дней. Итак, сутры джайнизма и буддизма — это 3-я категория сутр.
Однако ведический период сутры джайнизма и буддизма не были записаны. Они были записаны гораздо позже. То есть во времена Будды сутры джайнизма и буддизма не были записаны. Они передавались в устной традиции. Можно говорить, что в ведический период сутры джайнизма и буддизма не существовали в письменной форме, только в устной форме, как устное учение. Я уже говорил о 6 ветвях Веды. Давайте сейчас взглянем на них более детально. Это 6 типов ведической литературы. Первое называется кальпа, либо ритуал. Чога на тибетском. И в этой категории ритуалы принадлежит 3 типа сутр. Это сутра слушания, сутра дharma и сутра жизни домовладельца. То, что на санскрите называется Шраута сутра. Шраута сутра – это сутра слушания. Причина, по которой она называется Шраута сутра, либо сутра слушания, она объясняет ритуалы Веды очень простым языком. Затем вторая сутра Дharma, это Дharma сутра. Дharma сутра – это очень важный текст. Причина, по которой она имеет такое значение, в том, что в Дharma-сутрах описываются законы и традиции того времени. Поэтому Дharma-сутра является очень важным историческим источником. И позже Дharma-сутра превратилась в то, что сейчас известно как Манусмрити, либо законы Ману. Это и Манусмрити, законы Ману, они основываются на том, что объяснялось в Дharma-сутрах. И то, как в Древней Индии объяснялись законы и традиции, дети с раннего возраста должны были учить законы на память. И когда они вырастали, они знали, каковы были их обязанности. И знали они это, именно опираясь на то, что они выучивали, когда были детьми. Поэтому они заставляли детей учить на память эти тексты, правовые тексты. До наших дней не дошли все Дharma-сутры, лишь фрагменты. Большая часть из них были утеряны. Затем третья категория сутра жизни домовладельца. То, что на санскрите называется Грихья-сутра. В Грихья-сутрах описываются роли сына, мужа, отца в семье. У них у всех были свои роли, способ, с помощью которого они должны были заботиться о своей семье. И все это описывало их обязанности. Например, если кто-то
был старшим сыном, каковы были обязанности старшего сына, какие ритуалы следовало проводить старшему сыну, мужу, отцу и так далее. Также в них описывались ритуалы, связанные с женитьбой, с воспитанием детей, кормлением грудью, образование и так далее. Очень много различных тем. Также в них описывалось много ритуалов, которые были связаны с домом. Эти ритуалы должны были проводиться в доме. И все это очень четко описывалось. Поскольку, опираясь на грехи сутры, люди могли знать, как жить. И мы также, когда мы читаем грехи сутры, то можем увидеть, как людям следовало, предписывалось жить в то время. Так эти 3 вида сутр: сутра слушания, сутра дхармы и сутра жизни домовладельца, это все, что принадлежит к первой категории сутрам кальпы, либо ритуалам. Они в различных регионах были свои особенности, свои особые сутры, но лишь небольшие фрагменты дошли до наших дней. Затем вторая ветвь — это то, что мы называем изучением, либо чтением. На санскрите это шикша. Шикша означает 4 цитации слов вед, каким образом они должны были произноситься, какие слова, какое было произношение, откуда, как возникли различные звуки, слоги. И веды были предназначены для запоминания и чтения на память. Я считала, что если при этом совершалась ошибка даже в одном слове, то это было оскорблением для богов. И было не только необходимо читать веды правильно, но также во время чтения нужно было понимать их смысл, и особенности всех звуков, какой категории звуков они принадлежат к назальным, либо гутуральным. Поэтому это считалось очень важным, и это был целый раздел, вед под названием изучением либо чтением. У нас также была целая категория текстов на тибетском, в которых объяснялось, как следует читать мантры, как следует произносить мантры. Сейчас этого никто не изучает. Однако раньше это считалось очень важным. Но возможно, все еще есть немного ученых, которые этим интересуются, но обычно сейчас это никому не интересно. На самом деле это очень важно, поскольку когда мы читаем мантры, необходимо произносить мантры правильно, для того, чтобы эта традиция чтения мантр не приходила в упадок. В ведической истории этому определялось очень большое внимание, правильному прочтению. И
Эти тексты о том, как произносить мантры, это сейчас буддийские тексты, они принадлежат к буддийской традиции и считаются важными в буддизме. Однако, возможно, они связаны с этой традицией вед по изучению произношения. Итак, следующая ветвь. Мне кажется, я перепутал порядок. Сейчас должна идти третья ветвь. Сумпа. Дебджор. На самом деле, третья — это поэзия. Давайте тогда сейчас прервемся. Похоже, я был слишком занят. Давайте сейчас прервемся на перерыв. 30 минут перерыв. Итак, третья ветвь называется поэзия. Что мы называем поэзией? Что эти три категории литературных произведений — Веды, Араньяки и Упанишады — они все связаны с поэзией. И затем в связи с этим выделилось отдельное знание, ветвь знания, которая называется поэзия. И четвертая ветвь — это этимология нирукта на санскрите. Этимология, либо происхождение слов — это то, что объясняет слова, которые сложно понять. Слова, которые сложно понять в Ведах. Для того, чтобы объяснять эти слова, возникла и развилась эта наука, ветвь под названием этимология. Говорится, что примерно в IV веке до нашей эры жил один очень известный специалист по санскритской грамматике, которого звали Яска. И это был великий специалист по грамматике. И говорится, что никто прежде не мог сравниться с ним. И что все тексты, которые были сложены до него, они абсолютно потеряли свое значение в то время, когда он творил. И Яска создал одну работу, которая называлась Нирукта. И в этом труде он объяснил слова, древние слова, которые содержались в Ведах. То есть можно говорить, что этот труд, посвященный изучению источников, либо корней древних слов. Пятый раздел — это то, что мы называем грамматика, вьякарана. И в вьякаранах прежде всего исследуется грамматика Вед. В то время было много различных трудов по грамматике. Однако затем появился великий ученый по имени Панини. И говорится, что он был такой великий, что по сравнению с ним все предыдущие труды были бессмысленны, и они перестали использоваться. И поскольку они перестали использоваться, они были утеряны. То есть Панини — это тот, кого мы знаем как создателя грамматики Панини.
говорится, что Панини жил в северо-западной Индии. А когда он жил, это описывается по-разному различными учеными, примерно дата, которая называется, это 4-3 век до нашей эры. И есть один современный немецкий индолог, которого зовут Макс Мюллер. Немецкие имена тяжело произносить, но его полное имя это Фридрих Макс Мюллер. Что он сказал? Что всюду в мире изучали грамматику и лингвистику, в особенности в Древней Индии, в Древней Греции. И если сравнить греческие трактаты по грамматике с трактатами Панини, то они довольно безосновательны, довольно бессмысленны. Грамматика Панини, или с точки зрения лингвистики и грамматики, занимает очень высокое положение. Оно намного превосходит даже греческие грамматические трактаты, греческие трактаты по грамматике. Поэтому говорится, что грамматика Панини это то, что никогда не существовало в мире до него. И в последние 200 лет ученые очень много времени и внимания посвятили изучению грамматики. И пришли к выводу о том, что все языки мира происходят из одного источника. Конечно же, это гипотеза, однако говорится, что все языки мира, они происходят от одного проматеринского языка, проязыка. И однако об этом уже знали 2000 лет тому назад, во времена Панини. И Панини был тем, кто описал, что древнеиндийский язык является праязыком всех языков того времени. Такие утверждения содержатся в его трудах. И в его время в Индии прослеживается очень быстрое развитие грамматики, что довольно сильно впечатляет. Это то, что говорят разные ученые. И шестая ветвь это астрология, Джотиша. Астрология считалась очень важной для проведения ритуалов, подношений, поскольку эти ритуалы должны были осуществляться в определенное верное, правильное время. Именно с этой целью в Древней Индии получила развитие астрология. С помощью астрологии определялись благоприятные и неблагоприятные дни для проведения ритуалов, а также благоприятное и неблагоприятное время. Итак, это то, что я хотела рассказать о первой
ветви ритуалов. И эта ветвь, она состоит из 3 сутр, первый из которых это Дharma сутра. Поэтому давайте сейчас я вам немного расскажу о Дharma сутре. Дharma сутра считается очень важной. В ней описывается, в какой последовательности должны осуществляться ритуалы и какие ритуалы должны быть осуществлены ежедневно, должны осуществляться ежедневно. И можно, по этой причине можно также сказать, что в Дharma-сутрах определяются стандарты жизни духовно практикующих древнеиндийскую дхарму. И также в Дharma-сутрах описываются обязанности людей в обществе, разных категорий людей в обществе, а также содержатся указания касательно того, как решать конфликты, разрешать конфликты в обществе. Поэтому это то, что было очень важным. И Дharma-сутры опираются на Веды. Все традиции и законы Индии были систематизированы и затем также было узаконено разделение на касты. И когда мы говорим о кастах, если нам нужно было описать традицию каст в правовых текстах, прежде всего нам нужно было бы классифицировать касты, определить классификацию каст с ясностью, четко определить эту классификацию. И для этого необходимо было очень многое разъяснить. Это представляло большую сложность для людей, которые писали эти законы. Поскольку было очень сложно разделить касты и описать отличия каст, и поэтому говорится, что вначале они даже не знали, как поступить, поскольку кроме основных каст было еще много подкаст, которые они не знали, каким образом классифицировать. И поэтому они решили этот вопрос таким образом, что есть всего лишь 4 касты, ни больше, ни меньше. Именно в обществе 4 касты. Однако такое решение не отражало действительную ситуацию в обществе. Там было очень много каст, которые не включались в эти 4. И тогда начала создаваться система объяснения разных категорий людей. И они хотели упрочить систему, которая опирается лишь на 4 касты, и включить все остальные касты в эти 4. Поэтому к этому ученые того времени приложили очень много
усилий. Они искали обоснование для того, чтобы ограничить количество каст 4. И говорится, что они сделали все, что в их силах. И они придумывали все, что только могли. И как мы можем знать об этом? Из того, что когда были созданы все трактаты по правовой системе Древней Индии, они были сложены 3 основными учеными в этой сфере того времени. И то, что они говорят о кастовой системе, не совпадает. Они считались 3 самыми влиятельными, однако их утверждения противоречат друг другу. К примеру, есть Дхарма-сутра, которая была написана Гаутамой, и в ней говорится, что если отец кшатрия, а мать брахмана, тогда кем будет ребенок? А если отец вайши, а мать брахмана, тогда кем будет ребенок? Либо если отец шудра, а мать брахмана, брахманка, то кем будет ребенок? То есть все это объясняется в этой Дхарма-сутре Гаутамы. И все эти аспекты, все эти особенности объяснялись по-разному этими 3 учеными. Почему? Потому что у них не было источников, на которые они могли опереться для решения таких спорных вопросов. Они, по сути, писали по этому поводу все, что хотели. У них не было никакой фактологической основы. Они просто давали свое собственное объяснение таких спорных вопросов. Итак, в то время много усилий прилагалось к тому, чтобы определить касты и упрочить касты. И почему это было считалось таким важным в то время? В то время существовали эти царства Магада, о которых я уже упоминал, и также Видеха. Оба эти государства располагались в долине реки Ганг. Однако люди, которые населяли эти 2 государства, эти 2 царства, они не были 100% ариями. Они смешались с доарийским населением, с теми, кто жил на этой территории до прихода ария. И говорится, что многие люди того времени в Видехе и Магадхе, они сомневались в том, что они арии. Говорится, что даже греки были включены в 4 касты, что довольно удивительно. То есть все люди должны были включены в 4 касты. Но там жили греки, то как же их категоризовать, как же их включить в кастовую систему? И так они включили и греков в одну из 4 кастов.
И в то время в Индии не было каких-то особых знаний о том, как устроено греческое общество. Но они хотели классифицировать этих греков, поэтому они их включили в 4 касты. И когда мы говорим о 4 кастах, говорим, что это брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Но как определить, кто является чистым брахманом, чистым кшатрием, чистым вайшей и чистым шудрой? Все люди раньше были смешаны, поэтому как их можно было разделить? И так они начали их разделять, как им хотелось. У них не было какого-то источника для того, чтобы их разделять. И поэтому они сталкивались с такими трудностями, пытаясь установить эту систему, чтобы упрочить, четко определить и упрочить эту кастовую систему. Современные ученые говорят, что в то время общий уровень образования людей был довольно невысоким. И поэтому они часто те гипотезы, которые они выдвигали, на самом деле противоречили друг другу, но общее население, обычные люди никак в этом не сомневались, то есть у них не было никаких сомнений по этому поводу, либо задавали вопросы по этому вопросу. Почему? Потому что говорилось, что 4 касты были созданы Богом. Они имеют божественное начало. И, похоже, люди верили в это. Довольно странно, что люди верили в это. Поскольку, если кастовая система была создана без каких-то обоснований и четких правил, то все это кажется довольно сомнительным. Однако, похоже, люди того времени никак в истинности объяснения каст не сомневались. И если не было каких-то источников, авторитетных источников, на основе которых создавалась кастовая система, то хотя бы позже должны были возникнуть сомнения в кастовой системе и истинности кастовой системы. Однако в Индии в кастовую систему верят до сих пор, и это весьма удивительно. В Дharma-сутрах также говорится о вопросах управления, налогообложения, торговли, сельском хозяйстве, а также военных стратегиях и многих других темах, которые относятся к уголовному праву, гражданскому праву и так далее. И люди того времени очень любили все учить на память. Они запоминали трактаты по философии, также трактаты по праву. И хотя у них была бумага и периоды писания, они мало чего записывали. Например, Дharma-сутры выучивались на память и затем читались по памяти. И когда принималось решение по какому-то правовому вопросу, то не было никаких кодексов, записанных законов. Они опирались лишь на свою память. То есть они читали все по памяти. И если они в чем-то
ошибались, либо о чем-то забывали, то так оно и было, поскольку не было каких-то текстов, в которых они могли посмотреть, подсмотреть, как правильно на самом деле. Например, если у судьи не было способности к запоминанию, то решения в таких правовых вопросах могли быть очень странными. Однако есть свидетельство о том, что люди прошлого обладали очень хорошей памятью. И даже мое поколение, когда я сравниваю мое поколение с старшим поколением, то у них была намного лучше память, чем у нас. Современных людей нету стабильной памяти, прочной памяти. И почему? Потому что мы так много используем различные гаджеты, телефоны, компьютеры и так далее. Все это влияет на нашу память, и мы не развиваем память, мы не тренируем нашу память. А в отличие от нас, люди в Древней Индии, они всячески тренировали свою память, очень любили все запоминать. Так, следующая сутра, по которой мы поговорим, это Грихья сутра, сутра для домовладельцев. Это важный источник, поскольку домовладельцы того времени организовывали свою жизнь в соответствии с тем, что было написано в Грихья, что содержалось в Грихья сутре. Как я уже говорил, что из 4 каст первым 3 разрешалось практиковать религию. Это брахманы, кшатрии и вайши. И в их жизни выделялись определенные стадии. Их было всего 4 стадии, которым следовало пройти в своей жизни. Это стадия безбрачия, брахмачарьи, стадия жизни домовладельца, стадия жизни в лесу, а также стадия отшельников, либо тех, кто жил с помощью на подаяние, таких блуждающих сборщиков подаяния. И давайте рассмотрим эти 4 стадии более детально. Это важно для того, чтобы понять то, что называется традиция шраман, либо блуждающих сборщиков подаяний, как сказать, наверное, да. Те, кто ходит по миру и живет на подаяние. Итак, если ребенок был брахманом, то первая стадия безбрачия, он должен был соблюдать с 8 до 16 лет. Кшатрии соблюдали ее с 11 до 21 года, а вайши с 12 до 24 лет. Итак, брахманы начинали эту стадию раньше всего 8 лет, кшатрии в 11 лет, а вайши в 12 лет. И, то есть, когда ребенку исполнялся 8, 11 или 12 лет, в соответствии с кастой, они отправлялись учиться. А при этом они надевали ниточку брахмы. И эта ниточка брахмы символизировала, что они принадлежат касте дважды рожденных брахманы, кшатрии и вайши, что они не являются шудрами. Именно для этого использовалась ниточка брахмы. И они шли к учителю, гуру, и
жили вместе с ним, учились вместе с ним, они жили в его доме. И они могли учиться так долго, как хотели, 12, 24 года, 36 лет или 48 лет. Или даже так долго, как они хотели. То есть человек мог сам выбрать, как долго он хотел учиться. Главная тема изучения — это изучение вед и запоминание вед на память. И в то время, как ученики посвящали себя изучению вед, они должны были придерживаться очень многих правил, очень строгих правил, и не было разрешено вдыхать дым, носить украшения. Они должны были носить волосы свернутыми в пучок на макушке. И их одежда должна быть простой. Это очень простая одежда из волокна, из полотна, то есть полотняная одежда. Также они не должны были потакать своим желаниям, должны были быть скромными и послушными. Каждое утро ученики отправлялись за сбором подаяний. И затем, когда они возвращались, они должны были отдать все, что получили гуру. Затем гуру вкушал пищу, и ученикам не разрешалось есть, пока гуру не закончит есть. Также ученикам нужно было собирать дрова, приносить воду, подметать, а также поддерживать огонь Брахмы в мандале. Вечером должны были мыть стопы гуру, готовить его ложе. И им не разрешалось ложиться спать, пока гуру не ляжет спать. И главное, что должны были делать ученики, это учиться. И также похоже, что кроме как учебы, они посвящали себя служению гуру, то есть они жили в его доме и исполняли все обязанности его слуг. И в обмен на свою службу они получали мудрость, которая передавалась из поколения в поколение от предков. И ученики учились либо у одного гуру, либо у многих гуру. И по окончании учений они делали очень обширные подношения гуру и затем возвращались домой. И это то, что называлось первым период безбрачия брахмачарьи, либо периодом изучения. Затем следующий период — это период жизни дома владельца, грихаста. Говорится, что после того, как ученики заканчивали учиться, они возвращались домой. И что им прежде всего следовало сделать? Жениться. И когда они женились, от них ожидалось, что они продолжат жизнь как домовладельцы. Когда они были учениками, они жили очень отличной жизнью. Как ученики, то в этот момент они начинали самую важную стадию своей жизни — жизнь домовладельцев. Почему? Потому что большинство древних индийцев были домовладельцами. И в то время домовладельцы должны были осуществлять очень много различных ритуалов. Ритуалы, которые следовало делать каждый день,
каждый месяц, каждый год. Бесчисленные важные ритуалы. Именно в этом заключалась стадия жизни домовладельца. Следующая стадия того, кто живет в лесу. Проживание в лесу. Ванапраста. Мы часто в тайной мандре встречаем истории о мастерах, которые отправлялись жить в одиночестве в лесу, и те, кто оставлял свой дом. Это была такая традиция, что после того, как люди жили как домовладельцы, наступало время, когда они должны были оставить эту жизнь и отправиться жить в лесу. В лесу не было еды, то есть они питались тем, что могли найти, и их пропитание было очень ограниченным. И все еще им следовало продолжать делать ритуалы, делать простирания, поддерживать огонь Брахмы. И их главной практикой было пребывание в медитации, созерцание глубокого смысла. И такова была третья стадия, третий период в жизни древнего индийца. И четвертая стадия — это то, что называется период саньясинов, либо период духовной жизни. Это то, когда люди полностью отрекались от жизни домовладельца, брили голову и отрекались от всех физических вещей и посвящали себя аскетическим практикам. Они посвящали себя аскезе, носили только одну одежду и питались с помощью подаяния. И они не могли пребывать дольше, чем одну ночь в городе. Они должны были все время переходить с места на место. Им уже не нужно было делать многие ритуалы, но они все еще должны были читать веды, рецитировать по памяти веды, а также практиковать дьяну, медитативное сосредоточение, отделить себя от самсары, рождения и смерти, и объединиться с Брахмой. То есть достичь счастья, освобождения. И поэтому эта стадия называется Самьясин, Шрамана, Йогин и много других названий у этой стадии. И когда мы взглянем на монашество в буддийской традиции, мы часто встречаемся с таким понятием, как монах, бикшу и отреченец и так далее. И все это существовало в Индии во времена Будды. Все это обрело свое развитие до того, как появилось учение Будды. И это показывает нам о том, что почему важна традиция отречения. И как это объясняют ученые,
что в то время, когда арии пришли в долину Ганга, это была очень плодородная земля, и жизнь людей улучшилась. У них было много остатков еды, то есть они не голодали, пища была в избытке. Поэтому население могло прокормить этих людей, которые жили за счет сбора подаяния. Домовладельцы хорошо жили, поэтому они могли прокормить тех, кто просил их о подаянии. Если бы сами домовладельцы голодали, то эта традиция сбора подаяния не смогла бы развиться. У них была хорошая жизнь, было остатки, избытки еды, поэтому они могли этой едой делиться. И так развилась эта традиция тех, кто жил благодаря сбору подаяния. Итак, таковы эти 4 стадии жизни древнего индийца. И это не было какой-то обязательной последовательностью, то есть, что обязательно каждый должен был сначала учиться, а потом жить жизнью домовладельца, потом перейти к стадии того, кто живет в лесу, и затем того, кто живет на основе сбора подаяния. Были люди, которые пропускали эту стадию домовладельца и сразу же посвящали себя духовной жизни. И у них было большое отречение. Также были люди, которые начинали жизнь домовладельца, но быстро у них появлялись дети росли и взрослели, и у них уже не было причины оставаться в роли домовладельца, и они могли посвятить себя духовности. То есть ситуации в жизни людей отличались, и были варианты, каким образом эта жизнь древних индийцев была организована. Однако, в целом, если кто-то мог пройти все 4 стадии, то этот человек считался тем, кто завершил все 4 стадии, все 4 вида жизни, которые должен прожить человек. И было много примеров из древности тех людей, кто завершил все 4 стадии. И поэтому этим Индия очень сильно отличалась от всех прочих стран. У них была своя система образования, своя система практики. И все это достигло полного развития именно в Индии. И древние люди, они очень тяжело трудились для того, чтобы достичь стадии, когда они посвящали себе духовной практике. И это считалось чем-то очень важным, чем-то полезным. И разделение на эти 4 стадии жизни – это то, что оказало большое влияние на индийскую цивилизацию. И следующее, о чем я хочу говорить, это развитие различных видов знания в Древней Индии. Главным условием для развития разных сфер знания было развитие религии. К примеру, как возникла астрология. Как я уже сказала, астрология была связана с осуществлением ритуалов. То есть, когда кто-то собирался сделать ритуал, он должен был знать благоприятный день, благоприятное время. И именно так люди начали смотреть на звезды.
и пытаться определить благоприятное, неблагоприятное время. Так развилась астрология. Также, поскольку они читали по памяти Веды, они должны были развивать грамматику, а также этимологию, фонетику. Также, что касается поэзии, например, если мы взглянем на грамматику, то грамматика изучалась для того, чтобы понимать правильную духовную литературу. А как же развилась философия? Говорится, что философия была нужна для того, чтобы понять суть всех вещей. Именно об этом размышляли люди. И в силу размышления об этом возникла и развилась философия. И все эти различные сферы знания возникли в самой Индии. То есть они не были привнесены в Индию извне. Также в Индии развилась своя система медицины. Как возникла индийская медицина, когда они делали подношения, они также осуществляли жертвоприношение животных. Жертвоприношение животных имеет очень много правил. В одних ритуалах нужно подносить сердце животного, в другом – печень, в третьем – ноги и другие части тела. Чтобы делать это, нужно было расчленять тела животных, и так они получили знания об анатомии тела животных, которые они могли применять также для лечения людей. И говорится, что когда возник жанр сутр, в то время развитие древнеиндийской медицины достигло уже определенного уровня развития. Также в Индии получила развитие математика. И система математического знания в Индии имеет свои особенности. К примеру, у нас есть эта десятиричная система. Мы считаем десятками, сотнями, тысячами и так далее. К примеру, после десятка идет сотню, после сотни тысяча. То, что называется десятиричной системой. Говорится, что десятиричная система также возникла в Индии. И арабские цифры, которые мы используем в Европе, и поскольку в Европу они попали из арабских стран, мы называем их арабскими цифрами. Но на самом деле эти цифры возникли в Индии. Также у нас есть понятие нуля, то, что на санскрите называется шунья. И понятие шуньи, нуля, шунья означает пустой. Именно так обозначается ноль. И это также придумали и древнеиндийцы. Также в Индии развилась тоже наука, которую мы называем геометрия. И геометрия развилась независимо в Индии. Зачем им была нужна геометрия? Поскольку они создавали мандалы для
ритуалов. Для мандал нужно было знать размеры, ширину, высоту, глубину. И когда они занимались всеми этими измерениями, это то, что легло в основу геометрии. Итак, все эти области знаний, они произошли из религии, или были связаны с религией. Однако грустно то, что печально то, что из Древней Индии до нас не дошло так уж много трактатов по математике. Следующее я хочу рассказать о древнеиндийской системе письма. Как я уже упоминал во время создания Вед, например, Ригведы, не было системы письма. Они не использовали систему письма. Она возникла позже. И лишь когда возникла система письма, развилось то, что мы называем санскритом. И затем начала передаваться традиция письменной передачи литературы. Система письма — это шрифт. Говорится, что самым древним шрифтом в Индии был шрифт Брахми. Вот вы видите на картинке обведенную кружочком. Это шрифт Брахми. В цивилизации долины Инды также была система письма, однако, как я уже говорил, мы не можем прочесть их письмо, то есть мы не знаем, что оно означает. Шрифт Брахми возник примерно в VI веке до нашей эры. В III веке до нашей эры правил император Ашока, который издал очень много разных указов, которые были написаны на скалах, на колоннах. И одни из них написаны слева направо, другие справа налево. Дальше они используют две системы письма. Письмо справа налево называлось Карошти. Вот это есть. Это письмо Карошти. Шрифт Карошти. А Брахми писалось слева направо. Затем в нашу эру, примерно в IV веке нашей эры, возник шрифт Гупта. Это то, что использовалось во время правления династии Гупты. Шрифт Гупты основывается на шрифте Брахми. Затем, примерно в VII веке, шрифт Гупта внезапно исчез из употребления, и причина для этого неизвестна. А затем, примерно в VIII веке, он снова распространился. И в VIII веке этот шрифт Гупта получил новую модификацию и название Нагари. Затем, примерно в XIII веке, шрифт Нагари был реформирован, улучшен и получил новое название. Это то, что стало называться Дева Нагари. Дева означает Бог, либо Божественный. То есть, таким образом, они пытались восславить санскрит как божественный язык. И
Шрифт Деванагари — это то, что до сих пор используется для записи санскрита, хинди и других языков этой группы. Это то, что касается объяснения шрифтов. А что касается языка, как менялся язык? Шрифт менялся так, как я объяснил. А как же менялся сам язык? Как я уже говорил, арии жили на севере, и затем они переселились из долины Инда в долину Ганга и распространились вокруг. И в то время, как они распространились в долине в Ганга, они использовали очень много разных разговорных языков. И то есть арийский язык смешался с местными языками. Это то, что мы называем пракрит, либо естественный природный язык. Также можно назвать пракрит разговорным языком. Пракрит отличался, поскольку это были разные модификации, связанные с смесью арийского языка ария и местных языков. Это похоже на то, как в Тибете у нас есть много оригинальных диалектов, таких как хамский, амдоа и так далее. Затем, когда были созданы Веды, Упанишады, была создана грамматика, кодифицированная грамматика. Это примерно 5 век до нашей эры. Это то, когда творил ученый Яска. Затем в 6 веке до нашей эры появился Панини. И они создали основы классического санскрита. И это то, что стало считаться чистым, классическим, общепризнанным санскритом Панини. По сравнению с пракритом, либо разговорным языком, санскрит был более изощренным и более сложным. Санскрит в переводе означает «прекрасно сложенный». И последнее, о чем я хочу сказать сегодня. Мой компьютер сам собой закрылся. Последнее, о чем я хотел говорить сегодня. Это сравнение Вед, Брахман и Сутр. Я вам рассказала о Ведах, Брахманах и Сутрах. Если мы сравним их, нам нет нужды говорить о времени, о временных рамках, но говоря о стиле, каждая из этих 3 категорий имела свои характеристики. Веды были созданы в Панджабе, и главной темой Вед — это поклонение природным стихиям, природным силам, которые обожествлялись, считались богами. И Веды написаны преимущественно в стихотворной форме. Говорится, что Веды появились благодаря благословению богов, либо произошли от богов. Брахманы были созданы тогда, когда арии пришли в долину Ганга
И брахманы написаны прозой. И главной темой брахман являются ритуалы и стремление понять смысл ритуалов. И говорится, что брахманы тоже появились в силу благословения богов. И затем позже Ари распространялись в бассейне Ганга. Брахманы стали широко распространенными, и они были очень сложными, очень длинными, и они пытались упростить их, сократить их, и это то, как возникли сутры. И сутры были связаны с философией, грамматикой и других областями знаний. Сутры похожи на учебники. Это именно та форма, которую они приняли. Стиль, в котором они созданы, это стихотворный стиль, то есть они написаны стихами. Они очень короткие, рифмованные и очень простые. Итак, у нас есть 3 категории литературы. Это веды, брахманы и сутры. Это короткие объяснения их особенностей. И мне кажется, на этом мы остановимся сегодня. Завтра у нас выходной, а послезавтра мы поговорим о 6 древнеиндийских школах. Многие из вас знают о них, поскольку, когда мы изучаем философию, мы изучаем не буддийские школы. Поэтому вы можете ознакомиться с этой темой, если вы об этом еще не знаете. И после того, как мы закончим рассмотрение 6 небуддийских философских школ, мы перейдем к рассмотрению буддизма буддийского времени. Мы продлили эти учения. Столько всего нужно сказать. Однако я не буду спешить. В особенности, когда мы будем говорить об истоках буддизма, происхождении Будды и изначальных учений Будды, я не буду спешить. Я не буду слишком сильно углубляться в детали, но я хочу дать вам очень обоснованное объяснение. Поэтому мы не будем спешить к мантре, а продолжим объяснять это довольно основательно. Итак, на этом давайте посвятим заслугу.